же? Никто не гарантирует, что мы живем до конца 100-200 лет. Никто не гарантирует, что у нас получится все. Но, по крайней мере, мы с надеждой будем жить. Мы будем жить с такой высокой надеждой и верой. И это очень хорошо помогает нам, облегчать жизнь. Если самая первая вещь – это причина, вторая вещь, которая вам помогает – это выбор идеи. Как вы смотрите на идею? Как вы выбираете идею? Как вы распознаете идею? Как вы думаете, какая идея более правильна? У вас в голове же появится много идей. Согласны? В голове будут очень много идей. Но все эти идеи же вы не можете использовать. Все эти идеи не принесут же вам пользу. Правильно? Но что-то из них есть одно, или два, которые принесут пользу. Но как его распознавать? Чтобы потом завтра не попасть в кучу ошибок, куча проблем. Как? Одна из важных вещей в идее, одна из самых важных вещей в идее, это что? Как вы выбираете идею? Например, не берите за те идеи, которые не в растущем рынке. Очень важно, чтобы это был растущий рынок. Например, посмотрите, у нас в Бишкеке много людей, которые начинали шмоткой заниматься, текстиль, именно в растущем рынке. Они все сейчас разбогатели. Согласны? А теперь все говорят, что-то не так. Сейчас дело не так, как раньше. Кто слышал таких? Швейни сихают, они говорят, как-то идет, но как-то не так, как раньше. Кто слышит этого? Потому что этот рынок уже пережил определенный своего роста. Любой рынок имеет тенденцию роста, спада. Любой рынок в районе его цикла. Жизненный цикл это сколько? От 7 до 10 лет. От 7 до 10 лет есть цикл развития любого направления. Например, вспомните, когда сотовые телефоны начали развиваться. Поднимите руку, у кого из вас есть сотовый телефон? Поднимите руку, пожалуйста. Не, просто руку поднимите, у кого есть сотовый телефон. А у кого 2 телефона есть? Поднимите руки. Видите, у кого-то 2 телефона есть. Вы замечаете? То есть, что хочу сказать. Кто попал в начале этой волны, они очень много заработали. Сейчас они зарабатывают намного меньше, чем в начале, но они сейчас зарабатывают на обмен, на запчасти, на батарейки, на, аксессуары и так далее. Но не так, как раньше. Так или нет? То есть, что я хочу вам сказать? Надо изучать внимательно, обдумать и находить именно идеи, которые в начале тенденции находятся. Например, в 2004, а потом в 2011 году, кто занимался недвижимостью, резкая волна, они успели все продать и кучу денег зарабатывать. Так или нет? Я помню, в 2012 году или 2013 году, кто занимался недвижимостью, они были все шиковали, куча денег у них было. Я пошел в одну компанию, я название не скажу, потому что когда ты хорошо зарабатываешь, вот так смотришь же. Я пошел в одну компанию, я так, с утра надо было куда-то уехать, жилетка одеть, и так пришел, хотел у них посмотреть, что стоит недвижимость, я думал, куплю что-нибудь. Я захожу, говорю, пожалуйста, проведите меня к директору. Они мне говорят, вон там, вот они пошли поговорить с ним, он меня принял, и захожу, я на русском говорю, он принципиально не разговаривает со мной на русском. Он мне на киргизском говорит. Я не понял, думал, почему. Я говорю, но я знаю, что он на русском знает, потому что другой человек неделю назад меня туда отправил, он мой друг, сказал, купи там. И он специально, я думал, наверное, он чуть-чуть разбогател, поэтому. Бывает же такое? Смотрю, еле разговаривают, еле рот открывают. Сейчас недавно узнал, что у них такие финансовые проблемы у этих людей. Потому что кто начинает забывать, что богатство принадлежит ему, власть принадлежит ему, он начинает страдать. Это так. Я это специально сказал, чтобы если вы начинаете зарабатывать, пожалуйста, оставайтесь человеком по-прежнему. Хорошо? Оставайтесь человеком. И самое интересное, знаете, я хотел у него купить более 20 квартир. Я купил у него потом? Нет. Я просто полчаса послушал, думал, мне жалко деньги давать такому человеку. Я встал, ушел. Я сказал, ладно, ребята, извините, что я вас время отнимал. И уходил. Я собрался купить 20 квартир. Это на самом деле так. Я подошел, потом думал, нет. Зачем деньги отдавать тому,
кто их не сеет. Так? Зачем? Дайте тому, кто это сеет. Следующая важная вещь, когда вы идею выбираете, не все идеи принесут пользу. Возьмите идею, которая в дальний момент, послушайте меня внимательно, возьмите на ту идею, которая дает вам короткие деньги. Если у вас вы только начинаете делать бизнес, или если ваш доход от $1000 до $5000, я имею в виду прибыль, чистая прибыль в месяц, от $1000 до $5000, если чистая прибыль, пожалуйста, возьмите только на те идеи, которые дают вам краткосрочные деньги. Что такое краткосрочные деньги? В районе от 4 до 12 месяцев деньги вернете. Не беритесь за большие идеи, не беритесь за большие проекты. Как вы возьмете за большие проекты, вы загоняете себя в кредитах и долгах. Кто меня понял? Кто делал похожую ошибку? Взялся за тот проект, потом недофинансирование пошло, потом проблемы начинались и так далее. Зачем? Знаете, море людей эту ошибку допускает. И я допустил в свое время. Я допустил очень много ошибок в жизни. Поэтому не бери. Знаете, пропорционально. Это похоже чемпионате. Если вы в спорте идете, посмотрите, спортсмен, он возьмет за ту тяжесть, тренер дает ему ту тяжесть, которая ему по силам. Вы представьте, если ты поднимаешь 50 килограмм, а тебе загрузят 200 килограмм, ты на всю жизнь все больной станешь. Так или нет? То же самое бизнес. Если у тебя доход $1000, или 2000, или $5000, а ты взял на проект $1 миллион, я гарантирую, ты себя на 10 лет назад бросил. В среднем 5 лет это точно. Потому что ты загоняешь себе такие долгах, такие проблемы. Потом от них не так просто выбраться. И долго придется работать, чтобы потом вернуть то, что было даже. Поэтому, если это очень важно, последовательно расти. Поэтапно, последовательно. Это очень большую роль играет. Возьмите за идею, которая либо новая, либо уникальная. Ребята, не всегда получается новую идею создавать. Например, простую вещь скажу. Если вы возьмете за идею, она новая, абсолютно новая, это классно. Но порою, если народ это не знает, требует много на маркетинге затрат. Как у меня по книгам, по того. Людей надо, чтобы они познакомились, увиделись и так далее. Тут 4 механизма есть. Возьмите либо за новую, либо что-то существующую вещь сделайте уникальным. Как я делал с парфюмерией. То есть она парфюмерия существовала, но я более уникальный подход к нему нашел. Другой модель использовал. То есть какую-то уникальность добавьте к нему. Например, кто-то изобрел электрочайник, а кто-то тефаль придумал. Также кто-то там изменил чего-то. Если внимательно посмотрим, мы видим, что чего-то изменилось. То есть какой-то, например, теплой поли не было. Кто-то его, поль был везде, теплые поли придумали. Вот, посмотрите, пластиковое окно не было. Окно было, но уникальность добавили к тому, что ветра нет, шумоизоляция и так далее. И добавили вот эти вещи. То есть получается, какая-то уникальность надо добавить. Третья вещь, когда вы выбираете идею, смотрите, вы можете делать так. Принесите что-то откуда-то, то, что у нас нет. Но бывает такое, что где-то она есть, но у нас этого нету. Но его надо хорошо усваивать, принести сюда. Или здесь что есть, увезти отсюда куда-то. Это подход очень хорошо помогает под выбором идеи. То, что у нас хорошо есть, но его вывести отсюда в другом месте. Другой город, другой стран, где его там нету. Или четвертый подход. Вы можете выбрать идею, которая в дальний момент круто востребован. Например, в дальний момент в тренде. Люди в дальний момент хотят это купить. Люди готовы это купить, приобрести. А им нравится, узнаваемость есть. В тренде, в росте. Изучайте эту рынок хорошо. Изучайте очень хорошо, кто игрок в этом рынке. А потом придумайте что-то такое, чтобы на 10% делать лучше, чем они. Кто меня понял? Например, вот World Class фитнес-клуб именно с этим идеям именно так заходит на рынке. Он изучает, поймет, что когда люди готовы платить за здоровье, тогда заходит. Раньше не заходят. И сделать на 10% условия лучше. Или 20%. Все.
Много бизнесов. Вы можете хорошенько изучать рынок, что в дальний момент народ готов платить. Людям нужно дальний момент. Люди знают его. А потом, но делайте его чуть-чуть лучше, чем те, кто это в дальний момент делает. Но для этого подготовка надо очень хорошо надо подготовиться. Хорошо надо готовить. И тогда обязательно будет. Следующий